Всем здравствуйте! С вами Эльвира из Америки. Жап-тапур лишь багалам елташлактын дандане Эльвира Америкагач. На моем YouTube-канале я уже вас знакомила со знаменитыми людьми, с которыми судьба мне подарила встречи. Это были американские астронавты Ти Джей Крамер, Майкл Бейкер и Майкл Фойл. А ссылку на это видео я оставлю в разделе комментарий, и также видео, где я рассказываю про встречу с бывшим губернатором Флориды с Джебом Бушем. Также ссылку на это видео я размещу в разделе комментарий. Сегодня я вам расскажу про свою встречу со знаменитой американской группой Oak Ridge Boys. Окриджские парни, а конкретнее солистом группы Oak Ridge Boys с Ричардом Стёрбаном. Однажды в своем видео я уже вам говорила, что имя Эльвира, а в Америке нас зовут Эльвайра, было очень популярно в далекие 80-е годы или даже еще раньше. А еще популярнее это имя стало после выхода фильма «Эльвира» или же, точнее, Эльвайра, «Повелительница тьмы». И песни Эльвайра. Я также это видео размещу в разделе комментарий, где вы конкретнее сможете познакомиться и с кинофильмом, и также с песней Эльвайра. Сегодня же, как уже сказала ранее, я расскажу про встречу с этой группой, той самой, которая спела песню Эльвайра. И спев эту песню, эта группа стала еще популярнее. Но и песня Эльвайра в их исполнении стала еще красочнее и интереснее. Ранее эту песню исполнил в 1966 году сам композитор Фрейджер Даллас, потому эту песню пели другие исполнители. Но ни один из них не смог сделать то, что смогли сделать окриджские парни, и это случилось именно благодаря солисту группы Ричарду Стёрбану, который в этой группе поет партию баса, самого нижнего голоса. Особую яркость в песне Эльвайра именно Ричардом Стёрбаном сделали песню музыкально красочной. Для того, чтобы увидеть и услышать этих замечательных музыкантов, мы с мужем сделали тогда путь из Таллахасси в Сарасоту, Флорида, а это 5 часов езды. Но что не сделаешь, чтобы удовлетворить свой музыкальный голод? Тогда мы купили букет красивых роз, и также у меня для каждого музыканта был подарок – деревянные разукрашенные ложки. Тогда я попыталась попасть близко к сцене и вручить им мои цветы и подарки, но, к сожалению, на американских концертах это очень трудно сделать, и я была безуспешна. Тогда я пошла за сцену, где тоже я была остановлена бодигардами, это телохранители, и которые мне подсказали, чтобы я дождалась перерыва, во время которого я наверняка буду удачливо поймать музыкантов и подарить им цветы и подарки. Так я, впрочем, и сделала. И получилось у меня уже с 3-го захода на улице, и этот человек, музыкант, солист, был как раз вот Ричард Стёрбан. Тогда мы с ним проговорили весь перерыв, примерно 15 минут, что даже за ним пришли. И за эти 15 минут я успела рассказать ему о себе, как зовут. И тогда он сказал, что эта песня Эльвайра будет исполнена во 2-м отделении. Тогда я его дополнила, что до этого дня я думала, что это песня про девушку Эльвайру. А оказывается, нет. И он сказал, да, ты права, и очень, говорит, многие так думают. Также тогда я ему рассказала, откуда я, как я попала в Америку, чем я занимаюсь, и я подарила цветы и подарки, за что он меня, конечно, поблагодарил и сказал, что обязательно передаст подарки остальным музыкантам. И в память об этой встрече мы с ним сфотографировались. Вот эта фотография. Когда вернулась я в зал к мужу, он сказал, что он беспокоился обо мне, ибо меня не было минут 20, а может и больше, и что он был готов увидеть меня, убегающую по сцене от телохранителей, и что сегодня ему придется вызволять меня из тюрьмы города Сарасота, штат Флорида. Конечно, говорил он это с улыбкой и шутя, но, слава богу, этого не случилось. Вот такая еще одна встреча, которая оставила улыбку и добрые следы в памяти.
Дорогие друзья, спасибо за просмотр моего видео. Распространяйте мое видео, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой YouTube канал и будьте здоровы и счастливы. С вами была Эльвира из Америки. Пагалами юлташлак, видео мончумаландатау, видео шарза, шономаждам шарза, моим YouTube каналышкем узалца. Тажа да пиалан Лиза, тендандене Эльвира Америка Гичлин.